Давайте делать деньги. Большинство из нас не знает, где находятся наши деньги. Ясно одно: они не в банке, куда их положили под проценты или просто на хранение. Банк питает ими мировой финансовый рынок. Мы не знаем, где живет наш заемщик и как он справляется с выплатой процентов. Нас это не волнует. Мы следуем за зовом банков, как за песней сладкоголосых сирен. Деньги должны работать. Гана, Западная Африка. Go down to inspect the shot when the dust and fumes disappear. Okay. Yeah, now come in. Let's go. Okay. Okay, volunteer. Палермо, Швейцария. Распределение. 3% Африке, 97% Западу.
Доходы KTF Retail упали на 36%. Сингапур, Юго-Восточная Азия. Да, конечно. Здравствуйте, я Марк Мобиус. Я президент компании Templeton Emerging Markets. Мы управляем фондами крупнейших мировых развивающихся рынков. Под нашим управлением сейчас находится более 50 миллиардов долларов в инвестиционных фондах этих рынков. Меня называют гуру инвестиций, отцом развивающихся рынков, американским орлом. Я не против этих прозвищ, пусть будут. Но правда в том, что мы только инвестируем. Мы прилагаем все усилия ради наших инвесторов, чтобы увеличить вклады, которыми мы управляем, и направить средства туда, где они принесут инвесторам прибыль. Да, я понял. Надо так сказать. Сами по себе ограничения не страшны. Есть управляющие, которые индексируют портфельные инвестиции, и для этого портфеля такие как раз подойдут лучше всего. Но вводя такие ограничения, они не смогут полноценно с нами сотрудничать. Вы меня понимаете? Мы расположены в Сингапуре, платим очень низкие налоги. Почему? Потому что правительство Сингапура хочет привлекать людей вроде нас, людей, которые управляют денежными операциями и инвестициями. Они хотят стать мировым финансовым центром. Поэтому мы можем платить очень низкие налоги, а иногда даже вообще не платить. Наши служащие, конечно же, платят налоги. Мы же нанимаем работников. Так правительство косвенно получает прибыль от людей, которые здесь трудятся и отчисляют налоги со своих доходов. Считается, что глобализация – это очень плохо, но на самом деле она доказала, что это очень хорошо для всех стран, так как она снижает общую стоимость товаров и услуг. В условиях конкурентного рынка, в мировом масштабе, глобализация всем помогает снизить издержки и контролировать инфляцию. Поэтому мы считаем глобализацию явлением скорее благоприятным. Нашей деятельности это тоже касается. Мы инвестируем в развивающиеся рынки и помогаем пенсионным фондам западных стран. Мы зарабатываем на развивающихся рынках, а потом переводим средства обратно на Запад. Вполне вероятно, что ваш пенсионный фонд является вкладчиком одного из наших фондов. Управляющие пенсионных фондов тоже мыслят глобально. Ченнай, Индия.
என்ன வேற ஆச்சும் பார்த்துறாங்க இங்கே இந்த பையன் ஆற்றுல விழுந்து குச்சிதுலேருந்தே என்ன விட மாட்டாங்க வேலை பையன் Что я особенно ценю в Индии, так это демократию и прозрачность юридической системы. Если вы приобрели участок земли, вы можете быть уверены, что он ваш. Никто его у вас не отберет на следующий день, требуя новых налогов или просто путем конфискации. Это еще колониальное наследие. Такой юридический климат очень важен для меня. Это основной критерий для инвестиций. Нас это более чем устраивает. Меня зовут Мирко Ковач, я австриец. Я создал одно из крупнейших промышленных объединений в Австрии за последние 10 лет. Здесь никто не рассчитывает на государственные субсидии. Все справляются сами. Меня всегда удивляют дискуссии, которые в моей стране ведутся вокруг так называемых проблем. Все никак не договоримся, как бы побольше из людей вытянуть с помощью налогов. Все это здесь не проходит. Единственное, что здесь имеет значение, это экономика. Меня зовут Суджатха Раджу. Я изучала коммерцию в университете Мадраса. Мы находимся в Ченнае, одном из крупнейших городов Индии. Раньше он назывался Мадрас. Его население 8 миллионов человек. Третья часть населения живет вот так. Вот как они живут по берегам рек. Некоторые живут еще беднее, спят на тротуарах. В Европе студенты интересуются социологией, все хотят быть преподавателями. Здесь они учатся на инженеров. Я спрашиваю себя, что будет через 10 или 20 лет? Станут ли они богаче? Станем ли мы беднее? Надеюсь, что нет. Люди, которые финансируют компанию, как часто бывает, если компания котируется на фондовой бирже, это инвесторы из Лондона, управляющие страховыми и пенсионными фондами. Наших мощностей уже недостаточно. Мы подумываем о переезде и хотим увеличить производство в 4 раза. Конкуренция заставляет нас принимать непопулярные меры, но мы все находимся под гнетом глобализации. Мы конкурируем с теми, кто получает очень небольшую зарплату, но вынужден работать, чтобы жить. Конечно, рабочий день будет увеличиваться, сверхурочные, я уверен, оплачиваться не будут. Надо просто больше работать.
У нас нет выбора. Очень чисто. Очень чисто. Трудно было этого добиться. Мне это стоило многих усилий. Но получилось, как мы видим. Да, получилось. Я потрясен. С профсоюзами спорных вопросов не возникает? К счастью, до сих пор не было. Я стараюсь учитывать сложное положение многих наших работников. Сколько зарабатывает сварщик? В среднем 200 евро в месяц, в эквиваленте. Это то, что он зарабатывает? Или то, во что он нам обходится? Это то, что он зарабатывает. Стоит он нам примерно на 25% больше. Значит, 250 евро? А инженер? 8-10 раз больше. Это будет 2500. Это намного ниже, чем в Европе, но не так дешево, как раньше. Ну и учитываете бурное развитие рыночной экономики в Индии, расходы возрастут не на какие-то 3-5%, а на все 10-15%, и это в ближайшие годы. Это тоже надо принимать во внимание. Значит, надо быть эффективными. Щедрость — непозволительная роскошь. Издержки будут расти. Я работал над тем, чтобы смягчить эти процессы и снизить дополнительные расходы. У нас теперь полуавтоматизированное производство. Потребовались вложения, но затраты надо сокращать или хотя бы держать на этом уровне. Это лучше всего. Это лучше всего, потому что нам не придется трогать фабрику. У нас есть вся инфраструктура. Да, все есть. Включая столовую. Я хочу построить здание, на это уйдет максимум 6 месяцев, включая закладку фундамента. Можно же купить готовый модуль. Модуль, конечно. Надо брать его за любую цену, потому что дальше будет дороже. Цены не упадут, уже и так недешево, а надо покупать быстрее, потому что цены растут. Это да. Дело в том, что как только они увидят, что вы заинтересованы, они тут же потребуют больше. Ну и скажете тогда, что мы пойдем, найдем других поставщиков. Надо уметь торговаться. Индусы платят налоги. Правительство собирает налог с продаж, подоходный налог, налог на воду, электричество, собственность и огромное множество других налогов. Эти доходы превращаются в гранты иностранным инвесторам. При этом у государства нет денег, чтобы позаботиться о своих гражданах. Я не знаю, что эти ребята наговорили. А с кем нужно? С кем нужно говорить? Да нет, с их стороны. Я не считаю, что инвестор должен отвечать за этику, за загрязнение окружающей среды и вообще за то, чему причиной становится фирма, в которую он инвестирует. Эти вещи не его дело. Его дело инвестировать и зарабатывать деньги для своих клиентов. Стоит им позвонить, как думаешь? Говоря о развивающихся рынках, мы прежде всего говорим о росте. Рост — то, ради чего все затевается. То, ради чего мы стали работать с развивающимися рынками. Сейчас мы пришли к тому, что наметили уже 20 лет назад,
когда международная финансовая корпорация начала использовать термин «развивающиеся рынки». В прошлом их не называли так. Их называли недоразвитые страны, бедные, страны третьего мира, юг и тому подобное. Потом кто-то неглупый придумал термин «развивающиеся рынки». Это не только красивые слова, но и перспектива быстрого развития. Так и есть. Экологические и социальные требования еще долго будут такими, как есть. Ужесточать стандарты на данном этапе – дорогое удовольствие для стран типа Индии или Китая. Такова реальность. Нравится вам это или нет? Большинство людей бедны, и они долго останутся в нищете. Им надо любой ценой оставаться конкурентоспособными. Конечно, декларации добрых намерений – это прекрасно, но вряд ли что-то изменится в следующие несколько десятилетий. Людям изменения не по карману. Экономический рост не влияет на то, как живут люди или общество. Экономическое процветание важно политикам, инвесторам и посредникам. 10 лет назад, если в семье среднего класса доход был около 1000 рупий, им удавалось накопить 2-3 тысячи. Но те времена прошли. Сейчас, если даже они зарабатывают 20 тысяч, ничего не остается. В Индии сильно влияние привнесенной культуры. Люди привыкают к ней, любыми способами пытаются перенять западные привычки. Но нищета никуда не делась. До сих пор есть бедные люди. Этой беды могло и не быть, будь у нас хорошая политическая система. Меня зовут Калай Салбан. Я учусь в 7 классе, мне 12 лет. Со своего рождения я живу в трущобах Гандинагара. Когда я вырасту, я хочу быть юристом, и я хочу бороться с коррупцией. Есть одно знаменитое высказывание. Кто-то сказал, что покупать лучше всего, когда на улицах кровь. Я бы добавил, даже если это твоя кровь. Потому что обычно во время революции, войн, сдвигов в политике, экономике и обществе акции падают в цене. И тот, кто скупает, получает очень много.
Акция, спланированная загодя. Меня зовут Герхард Шварц. На протяжении 14 лет я являюсь главным редактором экономического раздела газеты Neue Zürcher Zeitung. Я также преподаю в университете Цюриха. Помимо этого, я являюсь президентом общества Фридриха Аугуста фон Хайека в Германии. Фридрих Аугуст фон Хайек был бесспорно наиболее значительным либеральным экономистом XX века. Он родился в Австрии и работал в Англии, Америке и Германии. Следующая остановка – Лозанна. Сейчас мы направляемся из ВВЭ, что на Женевском озере, в Монпелеран, на гору Пилигрима. Там, в маленькой деревне, с большими отелями, в 1947 году крупнейшие мыслители Америки и Европы собрались, чтобы поговорить о будущем западного мира. Общество Монпелеран родилось в стенах отеля «Дю Парк». Целью организаторов было создание интеллектуальной сети. Они не собирались заниматься политикой, но хотели своими идеями влиять на политику. Общество Монпелеран стало знаменитым в 80-х годах благодаря Рональду Рейгану. В составе его кабинета и среди советников было много членов общества. Временами их число доходило до 20 и более человек. Примерно в то же время интерес к идеям Хайека и британских членов общества Монпелеран проявила Маргарет Тэтчер. Der Mont-Pelerin Society gestützt. Лондон, Великобритания. Джон Кристенсен, специалист по экономике развития. Лондонский Сити – это финансовый квартал Лондона. Здесь самое плотное средоточие банков в мире. С 80-х годов руководство Сити делает все возможное, чтобы привлечь банки со всех континентов. Столкнувшись с промышленным кризисом 70-х годов, правительство Великобритании решило превратить Сити в финансовый центр планеты. И это было сделано с помощью резкого ослабления контроля над банками и главными финансовыми домами, которые здесь располагались. Это позволило банкам использовать более гибкие схемы кредитования. Государственное регулирование финансовых услуг было в прошлом. Что важнее, это позволило банкам перевести значительную часть операций в офшорные зоны – Джерси, Гернси, на остров Мэн, на Карибские, Каймановы, Британские, Виргинские острова. Целью этого было позволить банкам Британии привлекать капиталы со всего мира и дать Сити доступ к дешевому капиталу.
Вашингтонский консенсус 70-х годов, достигнутый МВФ и Всемирным банком, базировался на 4 принципах. Первой нитью мышления, первой задачей стала дерегуляция мировых финансовых рынков. Требовалось свободное движение капитала между странами. Второй нитью была либерализация торговли. Надо было сломать барьеры, которые десятилетиями создавались развивающимися странами для защиты местных производителей. В-третьих, надо было сократить влияние государства, уйти от ситуации, в которой государство, получающее доход от налоговых сборов, может решить вступиться за граждан. Четвертым пунктом программы стало требование к государствам провести приватизацию всех предприятий. При этом, как правило, предприятия переходили в собственность иностранных инвесторов, которые покупали их по сильно заниженной стоимости сразу после приватизации. Таковы были 4 приема политического давления от Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые называли неолиберализмом. Прирост капитала в одном месте ведет к росту задолженностей в другом. Буркина-Фасо, Африка. Мы находимся на границе Сахеля. Земля опустошена. Эрозия почвы полная, даже во врагах. Это результат монокультивации хлопка. Хлопка нет. Вырученные за него деньги тоже кончились. Единственное, что осталось, земля, но ее нельзя возделывать. Меня зовут Ив Делиль. Я агроном. Я изучал основы экономики развития в Женеве. Я работаю с фермерами в течение 20 лет. 20 лет – это долгий срок. Но я считаю, что за это время ничего не улучшилось. Эти люди зарабатывают меньше 50 евро в год. Мы обеспокоены, мы сыты по горло. Наши дети выращивают хлопок, но ничего за это не получают. Что нам делать? Мы ничего не можем сделать. Мы надеемся на вашу помощь. Улучшить нашу жизнь. Пойдите и скажите тем, кто покупает хлопок, чтобы они покупали его по честной цене. Чтобы наша страна и мы тоже получали больше денег.
Такие же старые женщины, как и я, целый день работают на солнце. Даром. Но что мы можем сделать? Постарайтесь понять нас. Просим вас. Видите, какая это утомительная работа. Качество этого хлопка лучшее в мире. Расходы на производство самые низкие. Хлопок чистый, потому что все производство ручное. Тем не менее, на мировом рынке цена на него очень низкая. Ежегодно США субсидируют своих производителей хлопка в размере $3 миллиардов. Если американцы такие либералы, пусть они ими будут, но почему же они субсидируют своих производителей хлопка? Фрэнсис Кулога, управляющий производством. Это не либерализм. В действительности это протекционизм под видом либерализма. Они применяют двойные стандарты. Представьте футбольное поле и две команды. У команды А отличная обувь, и игроки могут кидать мяч руками. Команда Б, и это африканцы и маленькие страны вроде нас, должна играть босиком и без рук. Считаете это нормально? В 80-е годы Всемирный банк навязал Буркина-Фасо программы реструктуризации. Что это значит для страны? Сырье идет на экспорт, хлопок в виде хлопка-сырца без переработки. Все, в чем заинтересованы Всемирный банк и инвесторы, это высасывание сырья из страны. Хлопок, древесина, кофе, какао, золото и так далее. В прошлом колонизаторы принуждали нас культивировать определенный продукт. В наше время Всемирный банк с помощью денег принуждает нас к тому же самому. Как закупать медикаменты? Требуется валюта. Хлопок может дать нам эту валюту. Я уже говорил, что хлопок обеспечивает жизнь 2 миллионов людей. Это напрямую. Но если вы представите, что в Африке каждый человек содержит еще 15 и умножите на 2 миллиона, вы сразу поймете, что за счет хлопка живет все население. Если бы США не субсидировали производство своего хлопка, Буркина-Фасо получала бы прибыль размером по меньшей мере 122 миллиона евро каждый год. Двусторонняя помощь, кредитование от ЕС, США
и Японии, все это составляет в совокупности только 30 миллионов евро. Видите, нам не надо влезать в долги, чтобы содержать страну. Труд одних только фермеров даст нам возможность строить школы и дороги, обеспечить будущее наших детей. Это, пожалуй, самая главная дилемма, перед которой мы стоим при производстве хлопка. Вы видите, как женщина просеивает землю. Они продают землю или щебенку, чтобы заработать хоть немного денег. Согласно программе развития ООН, есть только 3 страны беднее этой. 62% населения здесь живут меньше, чем на $1 в день. Из этих 62% большинство живет в нищете, далеко за чертой бедности. 40% детей не посещают школу. Среди тех, кто начинает учиться в школе, в вузы идут 1-2%. Средняя продолжительность жизни здесь 42 года. Кстати, о нищете. Заметьте, что самая уязвимая социальная группа – это женщины и дети. Некоторые женщины ходят работать в каменоломне. Так они могут заработать около 50 евроцентов в день.
У нас много долгов. Каждый рождающийся сегодня гражданин Буркина-Фасо уже сразу по уши в долгах. Даже те, кто родится через 25 лет, уже тоже должны. Если мы не будем выращивать хлопок, каждый африканец, что живет в Буркина-Фасо, да и те, кто живет в Мали, Бенине и в других странах, эмигрирует в Европу. У нас не будет другого выбора. Мы захватим ваши земли. Вот и все. Если Запад не прекратит субсидировать свой хлопок, мы будем вынуждены уйти. А если мы двинемся, то будь Европа даже окружена 10-метровой стеной, это нас не сдержит. Все либералы в мире согласны, что надо открыть границы для товаров, денег и услуг. Но свобода передвижения – вещь коварная, когда речь идет о людях. Герхард Шварц, редактор экономического раздела Neue Zürcher Zeitung. Представьте систему членских взносов, каких, например, требует участие в клубе. Вступая в теннисный клуб, вы вносите вступительную плату, а не только ежемесячные или годовые членские взносы. Последние больше похожи на налоги. Это компенсация за усилия ваших предшественников, которые уже выстроили здание клуба и подготовили корт. Иначе вновь вступивший извлечет выгоду из того, во что он не вкладывал усилий. Экспроприация общественных ценностей. Вена, Австрия. Около 20 лет назад финансовые группы, банки и инвесторы начали расхищать общественные блага. In den öffentlichen Sachwerten festzukrallen. In den Sachwerten, hinter denen letztlich на irgendwie самом dann doch деле der Staat принадлежащие steht, государству и его die гражданам, Bürger, die ihre которые исправно regelmäßigen вносили арендную Mieten, плату, ihre оплачивали Wassergebühren und so коммунальные weiter услуги. bezahlen müssen. Das ist der Sinn der Вот на Privatisierung. что нацелена приватизация. Ja, wir fahren hier in Мы der находимся в общественном Straßenbahn der транспорте, Wiener в Linie Венском трамвае. und Вернер Ругемер, Кёльнский jeder Wiener университет. Bürger nimmt natürlich an, dass die der Любой Stadt Wien гражданин gehören. считает, что трамваи принадлежат муниципалитету, но это не так. Diese Straßenbahn Этот трамвай gehört принадлежит einem amerikanischen инвестору из Америки. Investor. Ja, vor ein paar Jahren hat der Stadtrat Пару von лет Wien назад городской совет Вены beschlossen, seine решил Straßenbahnen продать трамвайный парк an американским инвесторам. zu verkaufen. Dafür hat viel Geld Сделка gegeben, принесла über 1 большие Milliarde деньги, больше Dollar, aber 1 das hat миллиарда die Stadt Wien долларов, gar nicht bekommen. но они не пополнили Das городскую ist казну. weitergeleitet worden Деньги an были перечислены englische в банки und, Англии andere и Banken куда-то und там die haben das еще. Geld übernommen und die zahlen Банки dann взяли für деньги, die Stadt Wien viele а Jahre заодно lang и обязательство выплачивать в течение многих лет стоимость аренды damit die трамваев. Stadt Wien По сути, город Вена берет трамвайную линию в аренду у американского инвестора. muss man sich mal vorstellen. Можете себе вообразить такое? Берлин, Германия. Государство – это сообщество людей, живущих в этом государстве. Государство – это мы, по крайней мере, в условиях демократии. Чтобы общество функционировало, государству нужны общественные блага. Школы, университеты, общественный транспорт и так далее.
Приватизация как явление особенно интересно в этом контексте. Слово «приватизация» происходит от латинского «привare», что значит «отбирать». Герман Шейер, член немецкого парламента. В процессе приватизации общественные блага выкупаются частными инвесторами. Частные инвесторы получают их в виде подарка. Это не что иное, как лишение общества его достояний. Можно все это обозначить так. Общество лишается определенных благ, в которых частный инвестор заинтересован как в объекте получения прибыли. Это странная конструкция, названная международный лизинг, широко распространена, и пример с венскими трамваями не единичен. Федеральные железные дороги Австрии продали свои поезда американским инвесторам. Город Инсбрук и другие города продали свои коммунальные службы. С тех пор, как мы стали жить в эру глобализации, все это происходит, конечно, не только в Австрии, но также и в Германии, Голландии и повсеместно в Европе. То, что политики закрывают на международный лизинг глаза, часто связано с тем, что они не знают, куда смотреть. Ну а тех, кто занимается попустительством, заботит только собственный карьерный рост. Их не волнует, что будет после. С будущими проблемами будут разбираться уже другие люди. А это радикальные проблемы. Такая намеренная недальновидность, отказ от ответственности – все это характеристики эры неолиберализма, главным заделом которой становится получение максимальной возможной немедленной прибыли, любой ценой. Во имя свободы. Вашингтон, округ Колумбия, США. Думая о бездомных, люди обычно представляют себе старых, опустившихся алкоголиков. Такая картина далека от реальности. Люди уходят в приют от жестокости в семьях, когда их дом рушится, или когда случается катастрофа, как ураган Катрина, и они становятся бездомными. У нас тут есть кандидаты наук, магистры, все образованные люди, юристы, бывшие врачи. Просто что-то не так пошло в жизни, и они остались без дома. Но, в общем, большинство из нашего округа. Внимание! На этаже находятся женщины, на этаже женщины. Джентльмены, одевайтесь соответствующе. Закройте туалеты. На этаже женщины. На этаже женщины. Господа, одевайтесь соответствующе, закройте туалеты.
Многие из них уже старые, многие уже на пенсии, некоторые получают какие-то доходы откуда-то, но этого не хватает, чтобы жить самостоятельно, потому что стоимость жизни в округе заоблачно высокая, настолько высокая, что люди просто не могут позволить себе содержать даже собственные квартиры и дома. Эта организация живет исключительно за счет пожертвований граждан. Я сортирую чеки, я их вижу. Всемирный банк ничего не присылал. Отсюда можно увидеть Белый дом, заборы, заграждения, охрана, все дела. А вот практически за углом Всемирный банк. Вот здесь и работают с разными странами, передают друг другу деньги. На самом деле не представляю, что там происходит. Это Всемирный банк? Думаю, всем нам важно понять, что Всемирный банк — это на самом деле банк Соединенных Штатов. Многие страны финансово участвуют в работе банка. Германия, Австрия. Теоретически, как вкладчики, они являются и совладельцами. Но дело в том, что контролирует банк Соединенные Штаты. Уэст-Палм-Бич, США. Я Джон Перкинс, гражданин США, родился в Соединенных Штатах, вырос в Соединенных Штатах. Я представитель экономической мафии. Наша работа похожа на то, что делают мафиози, киллеры, потому что мы тоже действуем по принципу услуга за услугу. Гангстеры поступали так всю жизнь, просто мы делаем это на гораздо более высоком уровне, на уровне правительства и государств. И мы более профессиональны. Мы делаем это по-разному, но, пожалуй, стандартный пример, когда экономические мафиози находят страну, у которой есть такие ресурсы, которые сейчас нужны корпорациям, нефть, к примеру, потом мы устраиваем этой стране огромную суду от Всемирного банка или его дочерних организаций. Но на самом деле деньги никогда не доходят до этой страны. Наоборот, они идут в наши собственные корпорации и тратятся на то, чтобы выстроить в этих странах большую инфраструктуру для выгодного нам проекта. Это приносит прибыль лишь небольшому проценту населения страны, а также нашим предприятиям. Мы никак не помогаем большинству, которое слишком бедно. Но на этих очень бедных людей обрушивается невероятный долг, и он так огромен, что они не могут выплатить его. В процессе попыток выплатить этот долг создается ситуация, когда они не в состоянии позволить себе иметь хорошие программы здравоохранения или образования. И вот мы, экономическая мафия, приходим и говорим: послушайте, вы должны нам много денег, вы не сможете выплатить ваши долги, так что мы возьмем натурой. Продавайте дешевле вашу нефть нашим нефтяным корпорациям или голосуйте так, как нам надо на следующих важных выборах в ООН, или отправьте ваши войска поддержать наши в некоторых точках мира, например, в Ираке. И таким вот способом мы выстроили империю. Потому что таковы факты. Мы пишем законы. Мы контролируем Всемирный банк. Мы контролируем Международный валютный фонд, мы даже контролируем ООН в значительной степени. Мы диктуем правила. То, что делают экономические мафиози, не является незаконным. Вынуждать страны залезать в долги, а потом требовать от них услуги за помощь выйти из них, не противозаконно. Должно бы быть, но нет. Одна из характеристик империи – это навязывание своей валюты миру. И мы это сделали с долларом.
В 1971 году у США были огромные долги в результате войны во Вьетнаме. И у нас был золотой стандарт. Внезапно одна из стран решила взыскать долг в золоте, потому что она не доверяла доллару. Никсон отказался выплачивать долг золотом и даже отменил золотой стандарт, потому что платить было нечем. У нас не было столько. И поэтому мы быстро перешли на нефтяной стандарт. Это было большой частью сделки с Саудовской Аравией. Настаивать на том, чтобы ОПЕК продавала нефть только за доллары. И внезапно доллар перешел из золотого стандарта в нефтяной, который во многих аспектах гораздо более важен. Потому что нефть на самом деле сейчас гораздо важнее золота. И так внезапно мир смог покупать нефть только за доллары. И доллар теперь очень важная валюта. Сегодня Соединенные Штаты опять страна-банкрот. У нас огромные долги, больше долгов, чем у любой другой страны за всю мировую историю. Если одна из стран попросит свои деньги в другой валюте, не в долларе, у нас будут серьезные проблемы. Но сейчас они просят их только в долларах, потому что нефть — это товар, и нефть можно купить только за доллары. Но Саддам Хусейн угрожал продавать нефть за что-то другое, не за доллары, как раз перед тем, как его свергли. Свобода не достается даром. Бывает, что нам, экономической мафии, не удается подкупить лидеров других стран. Так не удалось это сделать мне с Омаром Торихосом в Панаме и с Хайме Рольдосом в Эквадоре. Это не часто случается. Но когда так случается, в игру вступают те, кто делает черную работу. Шакалы — это люди, которые свергают правительство, убивают их лидеров. В редких случаях, когда ни экономической мафии, ни шакалам ничего не удается, как в Эквадоре, тогда и только тогда мы отправляем войска. Именно это случилось в Ираке. Экономический мафиози не смог подкупить Саддама Хусейна, не смог склонить его на нашу сторону, шакалы не смогли его уничтожить, и тогда отправили военных. В первый раз военных отправили в 1991 году. Мы разрушили их военную мощь и показали, что Саддам достаточно наказан, чтобы смириться. И тогда, в 90-х годах, экономический мафиози вернулся. И опять попытался подкупить Саддама Хусейна. Но тот не уступил. Если бы он уступил, он бы до сих пор правил своей страной. И мы бы продавали ему танки, реактивные самолеты и все, что ему бы захотелось. Но он не уступил, шакалы не смогли его уничтожить, у него была хорошая служба безопасности, и у него было много неотличимых двойников, таких, что даже его охранники не знали, кого они берегут, его самого или двойника. И так как ни экономическая мафия, ни шакалы не смогли добиться успеха с Саддамом Хусейном во второй раз, мы опять отправили войска, и в этот раз мы вытащили его. Остальное вы знаете. Всемирный банк. Доходы растут, заработки падают. За последние 10-15 лет глобализация привела к резким переменам в распределении доходов. Миллионы офисных работников и рабочих фабрик и заводов ощутили заметное снижение доходов. Больше они не получают ту зарплату, на которую рассчитывают. Глобализация заставила их работать за меньшие деньги. Это привело к заметному сдвигу в доходах в сторону накопления капитала.
Diese große Menge an Geld musste jetzt angelegt werden. Появились значительные объемы средств, которые необходимо было инвестировать. Это привело к тревожной ситуации, на фоне которой возникли новые отрасли и должности. Индустрия финансовых услуг, инвестиционные банкиры, частные акционерные фонды, страховые фонды. Diese neue Industrie ist insofern phänomenal, als sie eigentlich sehr viel Geld verdient, Эта новая область действительно потрясает воображение. Она приносит кучу денег без вложения собственных, но при условии оперирования иностранными вложениями. Комиссия идет за каждый вложенный евро и доллар. Кёльн расположен на реке Рейн. Это стратегически выгодное место. Меня зовут Антон Шнайдер. Я совладелец в маленьком частном акционерном фонде. Это означает, что мы собираем капиталы наших инвесторов. Мы вкладываем их вместе с нашими деньгами в предприятия, которые мы реструктурируем и потом продаем. Частная акционерная индустрия находится в центре внимания, так как обычно мы покупаем предприятия с достаточно низким инвестиционным капиталом. Его покупная стоимость финансируется за счет долгов, которые переходят вместе с предприятием. Таким образом, эти купленные предприятия обслуживают только свои огромные долги. На инвестиции у них денег нет. Это работает до тех пор, пока экономика в порядке, пока есть высокие доходы, пока нет экономического спада, при условии, что купленные фирмы много инвестировали в прошлом. Но во многих случаях это не срабатывает. Покупные цены выросли неправдоподобно, они были профинансированы большим количеством внешнего капитала. Риск в том, что предприятия не могут вернуть свои долги. В этих случаях банки вынуждены списывать кредиты. Инициируется долгий процесс отбора средств у предприятия. Последние, в свою очередь, перестают работать, как должны, производить товары, инвестировать, создавать новые рабочие места. Вот почему их называют саранча. Это очень верное название. К несчастью, все так и есть. Возросла важность всей финансовой системы. Это случилось по двум причинам. Во-первых, владельцы капитала становятся все более жадными. Во-вторых, управляющие капиталом получают комиссии. Чем рискованнее инвестиции, тем больше они дают прибыли. Прибыли для немногих, потери для каждого. Альмерия, Испания. Здравствуйте. Добро пожаловать в отель «Эль Альгарробико». Мы в Испании, в Андалусии. Антонио Байена Перес, представитель Адзата дель Соль. В Альмерии, в деревне Карбонерос. Отель находится в национальном парке Кабо-де-Гата. Парк простирается
отсюда и к западу. Это важный заповедник, расположенный на море и на суше. Мы боремся за сохранность биосферы, климата, за свежий воздух, за сохранение видов, живущих на суше и на море. Этот отель – важный объект. Это первый из 7 отелей, которые предстоит здесь построить. В дополнение мы собираемся построить поле для гольфа и ограниченное количество жилых многоквартирных домов. В первой очереди будет сдано 500 квартир, позже уже будет 1500 квартир и отдельных домов. Меня зовут Мигель Анхель Торрес, я государственный служащий и топограф. Вот уже 18 лет я занимаюсь исследованиями строительства зданий на Коста-дель-Соль. Это комплекс Парк Виктория, рассчитанный на 4000 квартир. Это в основном капитальные инвестиции. С их помощью агентства недвижимости, предприятия и банки Европы рассчитывают получать около 20% прибыли ежегодно. Традиционные банковские инвестиции или вложения в ценные бумаги дают лишь 5-6% годовых. Здания, которые строятся здесь и на испанском побережье, нужны не для жилья или отдыха, а для запуска инвестиционных цепочек. По окончании всего этого процесса мы получим тысячи пустых квартир, осиротевших неизвестных нам, никогда не живших здесь людей. Представьте себе город. Город, спроектированный с нуля. Город, созданный ради удовольствия. Город, созданный так, чтобы ничего в нем не менять еще 50 лет. Представьте место, где 124 тысячи квартир будут соседствовать с виллами миллионеров. Не стена к стене, но поблизости. Лауреано Луис Лианьо, агент по недвижимости. Представьте себе озеро площадью 85 тысяч квадратных метров, рынок в марокканском стиле на 75 тысяч квадратных метров, настолько большое, что можно бродить по нему целыми днями. Но это не город в классическом понимании. Этот город не формируется вокруг храма, как было раньше. Для того, чтобы разрастись, ему нужны будут не столетия, а всего лишь несколько лет. Он вырастет из основательного, хорошо продуманного дизайн-проекта, оптимального с самого начала. Этот город будет призван стать самым большим и роскошным курортом в Европе. Если ваш пенсионный фонд находится в одном из европейских банков, есть вероятность, что вы участвовали в строительстве одного из этих жилых комплексов в Испании. Эти уже купленные квартиры пустуют весь год.
Молодые испанцы их не покупают. Квартиры стоят гораздо выше среднего, они слишком дороги. Это не самое качественное жилье, но его обслуживание, водоснабжение, коммунальные услуги – все это оплачивается из испанской казны. Эти квартиры ничем не отличаются от тех 800 тысяч других квартир, которые ежегодно возводятся в Испании. Ningún beneficio aparente a cambio de estas 800.000 viviendas que se construyen en España cada año. Рамон Фернандес Дюран, градоустроитель, Мадридский университет. Испания – это одна из тех стран мира, где за последние 5 лет стал очевидным мыльный пузырь, раздутый на рынке недвижимости. Настоящий вал урбанизации, цемент-цунами, разрушает побережье и острова Испании. Здесь мы можем видеть один из жилых массивов. Все дороги ведут к площадке для гольфа. По всей Испании сотни таких поселков. И это в стране, где очень мало людей играет в гольф. Ничтожное меньшинство. Почему такое возможно? Только благодаря большим иностранным вложениям в подобные проекты. Стоимость квадратных метров в жилых массивах выше, если рядом есть площадка для гольфа. Все это абсолютно неестественно. Мы создаем зеленую зону посреди пустыни. Чтобы это сделать, нужно большое количество воды. Такая площадка для гольфа потребляет столько же воды, сколько город с населением в 20 тысяч жителей. Мы смогли поднять цену на 35% за год. Вы спросите, как такое возможно? А мы скажем, это очень просто, главное только захотеть. Семь из 11 самых известных строительных компаний в мире из Испании. Некоторые из них связаны с большими футбольными клубами. Крупнейшая испанская строительная компания АЦС находится под руководством бывшего президента клуба «Реал Мадрид».
Масштабы строительства достигли предела. 80% побережья на первом километре от воды застроено. Последние оставшиеся заповедники уже начинают застраивать. В данный момент строительство временно приостановлено, потому что борцы за экологию пожаловались на нас правительству, утверждая, что у нас нет специальных разрешений. Я надеюсь и желаю, что судья подтвердит легальность сооружений и скоро позволит нам завершить строительство отеля, на который уже идет бронирование по всей Европе. Предполагается, что отель Эль-Аль-Гаробика будет демонтирован, так как он был построен без разрешений. Строительная компания «Адзата» получит компенсацию в 100 миллионов евро из денег налогоплательщиков. Расходы по сносу и демонтажу будут также оплачены из бюджета. Официальный выпуск ценных бумаг пока не завершен. Строительный сектор набирает себе работников в основном среди иммигрантов. Люди, которые приезжают из Африки и Южной Америки, готовы работать за самые низкие зарплаты. Застройщики оплачивают труд рабочих черным налом. Jàmbaar yi suba la ñuy football ñoom Real Madrid. Ahí está jugando el Real Club Deportivo Español, balón dentro, ahí la Последствия ложного бума строительства в Испании. 3 миллиона пустых домов на побережьях. 800 новых площадок для гольфа, потребляющих столько же воды, сколько необходимо 16 миллионам человек. Центральный банк Испании продал большую часть своих золотовалютных резервов, и национальный долг составляет 106% валового национального продукта. Последствия строительного бума в Испании. Быстрый рост безработицы. Разорились больше половины агентств по продаже недвижимости. Антон Шнайдер. Почему не принимаются соответствующие меры, когда видно, что финансовая система идет по тупиковому пути развития? Ведь многие от этого страдают, включая экономику страны. Есть риск нового глобального экономического кризиса, однако ничего не делается. С начала мирового финансового кризиса прошел уже почти год, но новые регулирующие механизмы так и не введены. Поэтому допускается такой вот финансовый произвол. Более того, правительство бросили в систему бюджетные деньги, чтобы избежать коллапса этой самой системы. Это означает, что средства простых людей используются для покрытия рисков. Они создают базу для аферистов, которые обескровливают систему, предотвращая банкротство собственных организаций.
Время от времени человечество потрясает катастрофы, это очевидно. После каждой катастрофы правила игры переписываются так, чтобы избежать подобных катастроф в будущем. Кризис мировой экономики привел к появлению совершенно новых правил для банков. Вся банковская система подверглась строгому регулированию во избежание повторения экономического кризиса. В последние годы стало культивироваться новое мнение о том, что не надо ничего регулировать, поскольку рынок осуществляет саморегуляцию. Поэтому органы государственного контроля допустили бесконтрольность финансовой системы. Все стало совершенно свободным. Та индустрия финансовых услуг, которая сложилась на данный момент, представляется совершенно бесчувственной и бесчеловечной. Сегодня лидеров выбирают средства массовой информации. Это они голосуют за или против. Поэтому люди стараются угодить СМИ, желая оказаться в центре их внимания. Серьезные политические убеждения уже почти никого не интересуют. Способность угождать СМИ стала ключевым критерием отбора для политических лидеров, хотя она совершенно не соотносится с теми качествами, которые должны быть у грамотного политического лидера. Поэтому все больше и больше этих манекенов от политики принимают ключевые политические решения. Такие политики мгновенно становятся марионетками, а направления движения задаются другими людьми. Как долго еще мы сможем содержать богачей? Дамы и господа, мы совершили посадку на острове Джерси. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах, пока горит знак «Пристегните ремни». Это Сент-Хелиер. Сент-Хелиер – столица Джерси и самый большой город на острове. Комитет финансовых услуг острова Джерси. Сам остров очень мал. Справа мы видим комплекс зданий Королевского суда, где расположился как сам суд, так и правительство. Сейчас мы подходим к новым штаб-квартирам юридических фирм. Хотя Джерси известен прежде всего как финансовая база, без квалифицированной юридической поддержки финансирования не получишь. Многие складские помещения были переделаны под банки и офисы. Поэтому в этом районе Сент-Хелиера возник настоящий финансовый центр. Здесь, например, находится штаб-квартира банка Credit Suisse. Наряду с европейскими банками у нас есть и некоторые американские, такие как Citigroup, у которого тоже есть представительство в Джерси. Вот здесь Банк Шотландии, дальше в эту сторону Банк Индии. Банковское присутствие здесь действительно мирового масштаба. Вот это офис Deutsche Bank. Один из многих европейских банков на нашем острове. Deutsche Bank, как и другие банки, пришел на наш остров, потому что предлагаемые нами услуги являются для них выгодными.
Я сенатор Терри Лессар, заместитель премьер-министра острова Джерси. Одновременно я управляю казначейством и национальными ресурсами. Многие годы остров Джерси был известен своими коровами породы Джерси и собственным сортом картофеля. Наше общество долгое время жило за счет сельского хозяйства и туризма, но за последние 50 лет произошел рост в сфере финансовых услуг. Это случилось, когда кто-то увидел возможность для размещения средств в Джерси способом, который будет выгодным для остального мира. На север отсюда можно увидеть Гернси, остров, налоговый рай. Вон на горизонте. Следующий остров Бреку, Херм и остров Сарк, которые тоже являются офшорными зонами. А вот там, если посмотреть на восток, виден остров Джерси, тот остров, откуда я приехал, где я вырос и куда я вернулся в 1986 году, чтобы работать в финансовом центре и потом стать экономическим советником его правительства. Теперь в Джерси, согласно американским оценкам, содержится порядка $500 миллиардов личного капитала. Джон Кристенсен, специалист по экономике развития. Все это содержится в банках здесь, но поступает из-за границы и хранится преимущественно на сберегательных счетах. На самом деле это электронные счета, поскольку деньги вообще не доходят до Джерси. Они прошли сквозь остров и были отправлены в главные финансовые центры мира, в основном в Лондон. В чем же тогда роль Джерси? Джерси выступает в роли юрисдикции секретности. Через офшорные трасты и компании остров предоставляет возможность тем, кто живет в Европе, Африке, Азии, Латинской Америке, направлять свои активы для участия в мировых финансовых рынках, сохраняя конфиденциальность. Последнее гарантируется офшорными трастами. Это как раз то, на чем специализируется Джерси. Траст — это легальная организация, учрежденная под юрисдикцией острова. Тот, кто создает траст и получает доходы от его операций, совсем не обязан открывать свою личность. Единственное, что разглашается, это название самого траста, а также в некоторых случаях имена юристов, которые траст создали. Реальные люди, стоящие за тем или иным трастом, остаются неизвестными. Джерси поэтому идеальное место для тех, кто хочет скрыть деньги. Типичная схема уклонения от уплаты налогов предполагает создание траста здесь, на Джерси. Траст приобретет компанию в Люксембурге. Компания в Люксембурге может проводить операции по банковским счетам, которые могут быть на Кайманах, в Швейцарии, в Лондоне. В итоге вы действуете в 3 разных юрисдикциях. Идея в том, чтобы сочетать требования разных юрисдикций в целях сохранения анонимности и для создания помех следствию. Совершенно невозможно обнаружить, кто стоит за трастом, кто реально владеет компанией, кто в действительности управляет счетом в банке. И вот это является огромной проблемой современного капитализма, потому что невероятных размеров поток международной торговли идет через офшорные зоны. Большинство из данных транзакций даже не осуществляется физически, а на бумаге и только на бумаге. И целью такой торговли, проводящейся через такие зоны, как Джерси, является перемещение капитала из страны, где он был произведен, туда, где можно освободить его от налогов. Джерси не облагает налогами компании, которые находятся вне Джерси. Все, что мы для них делаем, это предоставляем услуги.
Подобные услуги можно получить и в другом месте. Однако в Джерси проводится больше экспертных оценок, и установленные регламенты лучше, чем в других местах. Мы заработали очень надежную репутацию в области оказания международных услуг. И сейчас мы в таком положении, когда Джерси может с гордо поднятой головой состязаться с такими международными центрами, как Швейцария или Люксембург, провозгласить, что мы так же хороши и даже лучше, чем они, и что мы можем давать те же услуги на том же уровне и выше. Герхард Шварц, редактор экономического раздела Neue Zürcher Zeitung. Мы в Швейцарии полагаем, что конфиденциальность важнее всего. Гарантия конфиденциальности дает защиту личной свободы, которая является частью либеральной экономики. Защита может быть снята только в случае крупных нарушений. Уклонение от налогов – это, конечно, нарушение, но не настолько серьезное, чтобы исключить конфиденциальность. Это касается не только граждан Швейцарии, но и иностранцев. Защита от преследований со стороны налоговых органов распространяется на всех, но при наличии подозрений в уклонении от уплаты налогов в отношении иностранных граждан Швейцария приостанавливает их право на конфиденциальность. Bei dem geringsten Verdacht, dass dieses Geld vielleicht nicht voll deklariert ist, sofort den Schutz der Privatsphäre auf. Для большинства развивающихся стран существование таких зон – катастрофа. Сам факт их наличия делает возможным массовый отток капитала из развивающихся стран в зоны налоговых льгот, и в большинстве случаев деньги никогда не возвращаются. Установлено, что на каждый доллар финансовой помощи, поступающей в Африку, приходится как минимум $10, утекающих с континента. Один из моментов в работе индустрии финансовых услуг, который мне кажется особенно любопытным, — корпоративная культура. Многие из работников этой сферы невероятно умны. Это юристы, финансисты, банкиры, все с университетским образованием, все они относятся к привилегированному классу. В общем и целом они свою работу ненавидят. Их работа скучна, монотонна, неинтересна, но зарплаты фантастические. Они знают, что их труд ничего не стоит. Они не производят никаких благ в широком экономическом смысле слова. Их работа, весь смысл ее — сделать так, чтобы капитал из одной страны мог накопляться в другой, где он будет концентрироваться в руках очень небольшой элиты населения нашей планеты. Это может быть не более 3% населения, может даже и меньше. Установлено, что $11,5 триллионов частного капитала сосредоточено в офшорных зонах, где им управляют и где он не облагается налогом. Что такое $11,5 триллионов? Для наглядности приведем пример. Скажем, эта сумма приносит скромный годовой доход в 7%. Даже умеренный 30% налог с суммы дохода принес бы правительствам мира дополнительные 250 миллиардов в год. Эти средства могли бы пойти на борьбу с бедностью, на достижение целей развития нового тысячелетия, провозглашенных ООН. Der
Всемирная декларация прав человека гласит: все люди рождены свободными и равными в достоинстве и правах. Если мы хотим придерживаться этого гуманистического принципа, распределение богатства должно быть иным. Распределение должно проводиться на благо всего общества, а не отдельных индивидов. Только так можно соблюсти принцип гуманизма. Если мы не изменим эту систему, возникнут новые механизмы распределения между государствами, между расами, между религиями, между теми, у кого есть доступ к ресурсам, и теми, у кого его нет, между достойными и недостойными. Жизнь человека будет оценена в денежном эквиваленте, и начнется новая эра варварства. Это неотвратимо. В конце концов, за все заплатят обычные среднестатистические люди, так называемые маленькие люди, мужчины и женщины. Никак не повлияет на этот процесс. Если не станут организованными, если не найдут кого-то, представляющего их интересы и достаточно сильного, чтобы остановить происходящее. Мы стоим возле Рейхстага, где находится парламент Германии. Мы видим здесь следы Второй мировой войны, которая завершилась захватом Рейхстага русскими солдатами. Они исписали все стены приветами Родине. Это служит напоминанием того, что без создания новых способов распределения благ, без решения вопроса сохранности окружающей среды путем задействования возобновляемых ресурсов вместо невозобновляемых, которых явно не хватит на всех, все то, что завершилось с окончанием Второй мировой войны, вернется снова в новых формах. Давайте делать деньги. Фильм Эрвина Вагенхофера. Не помню, как там перевели, но я был очень зол. Сейчас вспомню. Есть те, кто стоит на свету, и те, кто стоит в тени. Заметны только те, на кого падает свет. Те, кто стоит в темноте, остаются незамеченными. Автор сценария, оператор и режиссер Эрвин Вагенхофер. И в этом заключается вся разница, потому что я помню эту сцену, такое разделение, граница, которая проходит между одним и другим. И видишь эти образы. Несколько людей на свету. И это человечество и есть. И огромное число людей в тени. Миллионы их, знаете. Умирают, рыдают, еле живут. Но их не видно на сцене, в докладах их не видно. И это такая простая черта.
И это такие прямолинейные люди. А свет? Какая потрясающая мысль. Где же свет? И это и есть человечество. Человечество ждет начала нового столетия с великим страхом, или какое там есть ощущение. Человечество, иди ты нахер. А другие ребята говорят гуманизм, и под ним понимается развитый мир. Да весь развитый мир, интеллектуалы развитого мира. Мы имеем в виду не домохозяйка или кто-то там еще. В общем,